К другим темам. Кафедральный собор должен быть расписан к 1100-летию крещения Алании. Об этом сегодня говорили на встрече глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и владыка Леонид. Это будет уникальная роспись, в которой византийские классические сюжеты переплетаются с национальными орнаментами. Там же будут и цитаты из литургических молитв на остинском языке, и национальные мотивы в орнаменте. Кроме того, проведут и внутренние ремонтные работы. Хочу здесь поблагодарить и владыку за ту проделанную работу. Мы сейчас ознакомились с предложением архитекторов по росписи храма, по иконостасу. Это именно благодаря владыке работа была проделана. И хочу поблагодарить владыку прежде всего и тех, кто принимал участие в разработке данного проекта. Мы сейчас в ближайшие недели распишем эту карту, мы будем понимать, как мы будем двигаться. Проект серьезнейший, у нас впереди 2500 квадратных метров только под роспись. Проект, сразу вам скажу, не раскрывая все сюрпризы, проект уникальный своего рода. Такого вы нигде не видели. Сейчас этот проект проходит экспертную оценку в Московском патриархате. Святейший патриарх, я думаю, утвердит его, и наш профильный комитет. И здесь уже нам, правильно, Вячеслав Михайлович абсолютно с ним согласен, предстоит совместными усилиями реализация этого проекта на месте. По словам Вячеслава Битарова, новая роспись должна сохранить свой вид на долгие годы. Владыка Леонид подчеркнул, что работу необходимо провести качественно. Насколько этот проект будет долговечен? Мы уйдем с вами, а наши потомки будут им пользоваться. Я думаю, что мы пишем на века. И это не один век, не на другой. Вот мы сегодня упоминали Константинопольскую Софию, которую уже много-много-много столетий, и до сих пор эти фрески существуют. У нас существует, как вы знаете, Нузал, там тоже фрески 14 столетия, которые мы сейчас бережно пытаемся сохранить. Конечно, это очень большой вклад на будущее для тех поколений. Поэтому спасибо вам большое за участие, спасибо вам большое за понимание. Хотел бы вас, владыка, поблагодарить также за проделанную работу. Это и проектирование, и мы даже увидели экспериментальные образцы, которые присутствовать будут при росписи храма. Ну а дальше, как мы уже и договорились, совместно будем реализовывать соответствующие поручения, данные правительству республики. Всех мы привлечем к данной работе и, конечно же, обязаны исполнить указ президента. Кроме того, архиепископ Владикавказский Аланский Леонид подарил Вячеславу Битарову перевод божественной литургии на остинский язык. Глава республики, в свою очередь, вручил владыке картину с изображением Аланского мужского монастыря.